Еще в декабре 2017 года правительство республики утвердило новый порядок оплаты проезда пассажиров-льготников. Для них предусмотрели именные билеты, которые можно приобрести в отделениях соцзащиты по месту жительства. Эта информация до жителей республики не раз доводилась и в соцсетях, и в средствах массовой информации. Вот только обзавестись билетами побеспокоились далеко не все. Чем чревато отсутствие проездного, расскажет Хади Добриева. Предъявите водителю удостоверение, чтобы воспользоваться своим правом льготника. Пассажирам уже не требуется. Зато без специального именного билета на бесплатный проезд рассчитывать точно не стоит. Новые проездные выдаются во всех отделениях соцзащиты. Но почему-то обзавестись билетами спешат далеко не все льготники. То ли просто не в курсе новых правил, то ли и вовсе не считают проездной таким важным документом. За 2 месяца до вступления данного постановления нами лично провелась агитационная работа, направленная на то, чтобы информировать население официально и информировать самих пассажиров о том, что вот такая мера у нас будет действовать в республике с 2018 года. После вступления постановления правительства мы эту работу продолжили, то есть доводили информацию до жителей республики. Лично могу сказать, что 12 раз мы проводили данные мероприятия, в том числе и на радио, круглые столы у нас были. Тем не менее, в Комитет промышленности все чаще поступают жалобы от водителей. Пассажиры и проездной не могут предъявить, и за проезд платить не хотят. Такие ситуации в общественном транспорте уже не редкость. А ведь льготникам давали целый январь, чтобы обзавестись именными билетами. Не раз доводили до их сведения, что с начала февраля на бесплатный проезд стоит рассчитывать только с проездным. Мы решили сейчас внести некоторые коррективы в постановление, сделать данный билет, чтобы он действовал на квартал, то есть в течение 3 месяцев. Он тоже будет стимулировать пассажиров, для них это будет легче. Очередной раз мы хотели бы призвать пассажиров, жителей республики, которые имеют такую льготу, чтобы они приобретали свои билеты. То, что в случае отсутствия билета водитель вынужден будет у них взять проезд за стоимость билета. Под льготную категорию в регионе подпадают почти 22 тысячи жителей. Но билеты на руках из этого числа имеют только около 1000 пассажиров. Проездной можно приобрести совершенно бесплатно. При себе нужно иметь только паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. К этой льготной категории граждан относятся 3 категории. То есть это идут труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. У нас вот обычно приемные дни понедельник-четверг, но они в любое время суток принимают граждан, которые обращаются, именно у нас заявочный метод работы, обращаются по этим билетам. На месяц или квартал выдается проездной, не имеет значения, если пассажиры не поймут, что проезд